Все происходит по какой-то причине, хотя вы, возможно, не видите ее сейчас, но рано или поздно Бог откроет, почему Он позволил этим вещам случиться. Всегда помните, что Его путь лучше наших путей, Его воля превосходит нашу собственную. Доверьтесь Ему и будьте уверены, что Он провел вас долгий путь. Разве ты не рад, что Он не оставил тебя там, где нашел? Как удивителен Бог! Он просто невероятен. Бог – наш великий поставщик, и Его благословение – наше величайшее богатство. Куда бы Бог ни направлял, Он обеспечивает. Как бы все ни выглядело, Бог по-прежнему все контролирует. Оставайтесь в мире и надейтесь, ибо скоро придет ваше благословение. Бог обитает рядом с нами, когда мы славим и благодарим Его. Поступая так, мы укрепляемся Его любовью и миром. Помните, вам не нужно просить, чтобы вас любили, потому что Бог уже достаточно любит вас. Молитесь об исцелении, преобразовании и силе тела, души и духа. «Приди, Господь Иисус, покрой меня своей драгоценной кровью и наполни меня Твоим Святым Духом. Я люблю Тебя, Господь Иисус, и славлю Тебя». Аминь. Это правда, что Бог знает, в чем мы нуждаемся, еще до того, как мы Его попросим. Но Он по-прежнему хочет, чтобы мы молились, поэтому не отказывайтесь от молитвы. Ничто в этом мире не может закрыть дверь, которую открыл для вас Бог. Благодаря Божьему благоволению к вашей жизни, вы никогда не пойдете с пустыми руками, идя с Ним. Невозможное становится возможным, когда ты ходишь с Богом. Чем ближе вы идете к Нему, тем меньше места для преткновения. Когда вы будете ходить с Богом, ваша вера будет возрастать, ваша уверенность будет возрастать, а ваши молитвы будут иметь реальную силу. Бог не ответит на эгоистичные молитвы, вызванные гордостью, скрытой в вашем сердце. Помните, каждый ребенок драгоценен, и каждая жизнь священна. Используйте свою жизнь, чтобы служить и прославлять Бога. Бог проложит путь там, где, казалось бы, пути нет. Воистину, Бог действует таинственным образом. Вы можете позволить своим проблемам сделать вас горьким или сделать вас лучше. Чем больше вы проходите с Богом, тем большим вам придется поделиться с другими. Для людей это может быть невозможно, но для Бога все возможно. Испытания без Бога сломают тебя, но с Богом они сделают тебя. Выберите партнерство с Богом, и в вашей жизни произойдут чудеса. Бог благословляет нас еще одним днем жизни, надежды и любви. Наслаждайтесь каждым моментом. Иисус сказал: «Я есть воскресение и жизнь. Тот, кто верит в Меня, будет жить, даже если он умрет, а тот, кто живет верой в Меня, никогда не умрет». Иоанна 11, 25-26. Наступит время, когда ваши слезы потекут не из-за проблем, а потому, что Бог ответил на ваши молитвы. То, что должно было принадлежать вам, уже приближается к вам. То, что никогда не было твоим, начинает убегать от тебя. Со временем все это обретет смысл. Бог слышит ваши молитвы, поэтому пригласите Его встретиться с вами посреди всего, с чем вы имеете дело. Нет ничего запретного, молитесь о чем угодно. Бог говорит с вами сегодня, побуждая вас преодолевать препятствия, стоящие перед вами. Пусть ваша вера воспламенится, и не бойтесь ничьих угроз. Бог обещает быть вашим помощником, укреплять вас и защищать вас. Не отступайте от своих испытаний и не поддавайтесь страху. Поднимите голову высоко и твердо стойте с мужеством в сердце, сражаясь в этих битвах. Бог будет с вами во время ваших испытаний и обеспечит все ваши нужды.
Подобно тому, как орел парит высоко в небе, взлетите и осознайте невероятный потенциал внутри себя. Бог готовит вас стать свидетелем могущественных чудес на вашем пути. Вы наполняетесь Божьим Духом, чтобы жить сверхъестественной жизнью. Доверяйте без сомнений, ибо Слово Божие никогда не бывает пустым, а Его обещания всегда исполняются. От создания мира Бог избрал вас и включил вас в свои божественные планы и проекты. Вы были избраны для благословения и процветания. В вас посеяны огромные мечты, но временами враг может противостоять избранникам Божьим и пытаться помешать вашему прогрессу. Не волнуйтесь, не скорбите и не наполняйте себя ужасом, ибо Бог дал вам свой дух, мир, настойчивость и мужество. Вы преодолеете тех, кто противостоит вам, и уверенно будете двигаться к своим целям. Это Божий дар вам, и вы не потерпите поражения, если будете держаться Его обещаний и прощения. Приходите к ногам Бога каждый день, помещая свои планы и трудности перед Его алтарем. Почувствуйте Его объятия и заметьте, как тревога уходит из вашего ума. Бог ищет вас каждый день, чтобы излить на вас свою любовь. Проводите время с Ним и слушайте Его ободрение. Его желание, чтобы вы поверили в себя и осмелились стать победителем, потому что Он любит вас. Бог понимает ваши трудности и тревоги, и Он возьмет на себя бремя, которое вам не принадлежит. Он также обеспечит ваши финансовые потребности. Не заботьтесь о душе вашей, как сказано в Евангелии от Матфея 6 часов 26 минут. Бог с вами, и печаль или депрессия не заставят вас сдаться. Поднимайтесь, сражайтесь и ищите возможности, которые Бог приготовил для вас. Вы участвуете в битве, но ваш щит и защита – это Божьи обетования. Ваша сегодняшняя боевая форма – это ваша улыбка, и Бог никогда не оставит и не оставит вас. Исайя 43 заверяет вас, что Бог будет с вами во всех испытаниях и невзгодах. Не теряйте веры и надежды, ибо вас ждут великие блага. Заключите договор с Богом, что всякий раз, когда вы почувствуете слабость, вы будете приходить к Иисусу и просить Его нести ваше бремя. Бог слушает тебя, слышны даже твои тихие молитвы и ропот. Ваши слезы – это заветная жертва перед престолом Бога, передающая искренность вашей боли. Ваши крики не были напрасны. Бог принял их на небесах, Он слышит вас и ответит на ваши молитвы. И если вы когда-нибудь почувствуете необходимость плакать, делайте это без страха, потому что ваши слезы вернутся к вам как освежающий дождь Божьего Духа, приносящий силу и благословение. Ваши крики никогда не пропадают даром, Бог слушает и будет слушать. В Божьем сердце для вас всегда есть особое место. Аминь. Теперь давайте приступим к нашей молитве. Небесный Отец, мы приходим к Тебе с сердцами, полными благодарности за драгоценный дар жизни. Мы признаем Твою непоколебимую бдительность за нами, защищающую нас от вреда. Мы возносим свои голоса в восхвалении и поклонении Твоему удивительному имени. Отец, мы снова стоим в Твоем присутствии, ежедневно ища чудес в нашей жизни. Усердно молимся о явлении чудес. Мы просим Тебя быть нашим путеводным светом, направляя наши шаги по праведному пути в этом мире, полном искушений и лишений. В моменты нашей слабости мы смиренно просим Тебя быть нашей силой и помочь нам пройти через это. Господь, мы просим, чтобы Твои ежедневные чудеса коснулись каждого уголка нашей жизни. Там, где мы столкнулись с отвержением, дай нам благодать прославиться. Будь нашей скалой, крепостью, щитом и башней. Помоги нам прочно закрепиться в Тебе и дай нам возможность ходить в истине,
не полагаясь исключительно на свои мимолетные эмоции. Мы молимся о прорывных чудесах в нашей жизни и чудесном исцелении от каждой немощи. Выйдя сегодня в мир, мы покрываем себя защитной кровью Иисуса. Иисус, мы умоляем Тебя открыть двери возможностей и даровать нам свои благословения. Будем доверять без сомнений, ибо Слово Твое никогда не бывает пустым, а обещания Твои всегда исполняются. От создания мира Ты избрал нас и включил в свои божественные планы и проекты. Мы были избраны для благословения и процветания. В нас заложены огромные мечты, и даже когда враг противостоит нам, мы не будем побеждены. Мы держимся за Твои обещания и прощения, помещая наши планы и борьбу перед Твоим алтарем. Мы чувствуем Твои объятия, и тревога уходит из нашего разума. Мы осмеливаемся быть победителями, потому что Ты любишь нас. Ты понимаешь наши трудности и заботы, и Ты позаботишься о наших нуждах. Мы поднимаемся, сражаемся и ищем возможности, которые Ты приготовил для нас. Мы не потеряем ни веры, ни надежды, ибо нас ждут великие блага. Мы заключаем с Тобой договор, что всякий раз, когда мы чувствуем слабость, мы предстанем перед Иисусом и попросим Его нести наше бремя. Мы знаем, что Ты слушаешь даже наши тихие молитвы и ропот. Наши слезы – это заветные жертвы перед Твоим престолом, и Ты слышишь нас. Мы плачем без страха, ибо наши слезы вернутся к нам освежающим дождем Твоего Духа, принося силу и благословение. Мы верим, что в Вашем сердце для нас всегда есть особое место. Аминь. Господь, мы смиренно просим Тебя излить свои благословения, чтобы мы, в свою очередь, могли благословить наши семьи и общество. Откройте нам врата небесные, поскольку Ваше Слово обещает восполнить все наши нужды согласно Вашему славному богатству через Иисуса Христа. Мы признаем Тебя Богом чудес и искренне молимся о ежедневных чудесах в нашей жизни, особенно в моменты отчаяния. Во имя Иисуса, дорогой Господь, руководи нами в наших словах и действиях, давая нам возможность провозглашать спасение весело и радостно. Вдохните свои чудеса в каждый аспект нашей жизни, который может показаться безжизненным, от работы до наших отношений. Даруй нам силы оставаться сосредоточенными на Тебе сегодня и помоги нам найти удовлетворение при любых обстоятельствах. Наполните нас вечной радостью, даже несмотря на стресс, зная, что благодаря нашему удовлетворению Ваша слава ярко сияет. Мы заранее выражаем нашу благодарность за чудесные вещи, которые Вы собираетесь совершить сегодня в нашей жизни. Да будет прославлено Твое святое имя. Аминь. Бог сказал: «Когда я говорю с тобой с любовью и нежностью, я искренне желаю, чтобы ты не отвергал меня. Когда я обращаюсь к тебе с нежностью и нежностью, я надеюсь, что ты не останешься глухим». Предложить вам руководство с твердостью и исправлением, именно в эти минуты я желаю, чтобы вы с еще большей решимостью держались за мою любовь. Вы должны знать, без тени сомнения, что я испытываю глубокую и неизменную любовь к Ты. Итак, дайте мне торжественное обещание, обет, что вы не позволите гневу укорениться в вашем сердце, когда я не смогу ответить вам оперативно в этом мире. Несомненно, есть много тех, кто внимательно наблюдает за вами, ожидая моментов, когда вы пошатнетесь, готовые воспользоваться шансом высмеять вашу веру. Иногда может показаться, что у вас ничего не получается, и окружающие быстро насмехаются над вами. Однако, мои возлюбленные, пожалуйста, поймите, что вы находитесь на более высоком уровне, чем их. Ваш взгляд твердо устремлен на небесные стремления, и хотя они могут смеяться и презирать, оставайтесь равнодушными.
Ибо я обозначил для тебя уникальный путь, и ты должен продолжать идти по нему. Пусть насмешники следуют за их бесцельным путешествием, движимым гордостью и завистью, вплоть до депрессии. Но ты, мой возлюбленный сын, моя любимая дочь, обладаешь привилегией прийти прямо в мое присутствие через молитву. Я обещаю вам, что на ваши вопросы будут даны ответы, а те, кто насмехаются над вами, будут посрамлены, когда поймут, насколько они были неправы. Вас ждет необыкновенное благословение, если вы еще не получили его. Это потому, что я готовлю ваше сердце. Сердце без корней можно легко вырвать с корнем, а человек без сосредоточенности может сбиться с пути среди изобилия, поддавшись высокомерию. Таким образом, вы должны быть готовы, непоколебимы, сильны, смелы, твердо стоять на моем слове и принять мою любовь с мудростью и благоразумием как прочную основу своего сердца. Не оставайтесь без дела и не пытайтесь скрыться от тех, кто насмехается над вами. Не питайте убеждения, что вы бесполезны. Это ежедневная борьба, и ваш разум может подвергнуться нападению. Но я укреплю тебя, и мы будем идти вместе день и ночь. Утром мы обсудим ваши планы, а вечером ваши страхи и мечты. Доверьтесь мне, верьте в меня и никогда не сдавайтесь. Прими мою любовь и осознай свою истинную ценность. Когда ты унижаешь себя, это ранит мое сердце. Ты выйдешь победителем, но ты должен верить, потому что я люблю тебя. И даже если ты споткнешься или потерпишь неудачу, я никогда не оставлю тебя. Это послание для моих доблестных воинов. Дослушайте внимательно до конца, и если вы чувствуете и знаете, что вы один из них, то так и есть. Я вам это неоднократно подтверждал. Не используйте свой возраст, состояние здоровья или финансовое положение в качестве оправданий. Для всех моих воинов, которые готовы поверить моему слову, я сверхъестественным образом расчищу вам пути и открою вам двери. Вы мои сыновья и дочери, и я выбрал вас. Я готовлю тебя к триумфу. В минуты сомнений сохраняйте надежду, которую дают мои обещания. Верьте в меня всем своим сердцем, ибо я исполню свою волю в вашей жизни, и на вашем пути придет много благословений. Это решающий момент для вас, чтобы твердо стоять в своей вере, наполненной непоколебимой силой и мужеством. Не бойтесь столкнуться с финансовыми, медицинскими или семейными проблемами. Я могу разделить для вас море конфликта и подготовить путь к решению, если вы властно подчинитесь моему слову. Я приказываю вам не сдаваться, а продолжать с непоколебимой решимостью. Идя, ты преодолеешь бездну, поступишь по волнам и не будешь захвачен штормами. Мои доблестные воины, дорогие сыновья и дочери моего сердца, ваше счастье и благословение в моих руках. Пусть ты становишься сильнее с каждым днем, а твоя вера остается стойкой и непоколебимой. Столкнувшись с врагом, знайте с уверенностью, что даже среди ужасных конфликтов и великой нужды, даже если вы не можете видеть, слышать или чувствовать меня, я прибуду в идеальное время и спасу вас. Враги твои побегут, и их угрозы не вызовут у тебя страха. Сегодня я вручаю вам в руки мощный меч, святую силу моего слова. Когда вы верите и говорите это, ваше послушание и вера покажут путь, поддерживаемый моей божественной силой. Столкнувшись с твоими страхами, я держу тебя близко к сердцу, мой воин. Возьмите своих близких, свою семью за руку и войдите в дверь своих благословений с верой и надеждой. Аминь. Теперь давайте вознесем наше сердце в молитве. Милостивый Отец, мы склоняемся перед Тобой с благоговением и благодарностью, признавая Тебя Царем и подателем жизни и спасения.
С тяжелым сердцем и бременем мы приближаемся к Твоему престолу благодати, ища Твоей исцеляющей силы в нашей жизни. Утешайте нас в минуты страданий и даруйте свою божественную мудрость рукам тех, кто заботится о нас, благословляя средства, используемые для нашего исцеления. Мы приходим к Вам в поисках силы и исцеления, и мы вечно благодарны за Вашего Сына Иисуса Христа, чья драгоценная кровь смыла наши грехи и немощи. Его кровью мы исцелились. Даруй нам непоколебимую уверенность в силе Твоей благодати, когда мы доверяем Тебе. Позвольте Вашей целительной силе течь по нашим венам, внося жизнь в каждую мертвую клетку нашего тела. Во имя Иисуса мы умоляем Вас восстановить наши силы, вылечить наши кости и удалить все следы боли. Пусть наше тело восстановит свою нормальную функцию, как внешнюю, так и внутреннюю. Оберните нас своей безграничной любовью, убаюкивайте нас своими вечными крыльями, сохраняя нас в безопасности, лелея и целыми. Мы обращаемся к Вам с открытыми сердцами и принимаем это исцеление, чтобы, в свою очередь, служить другим так, чтобы возвеличивать Вашу славу. Это глубокая привилегия поклоняться Тебе, не оставляя боли и пороков, быть полностью исцеленной и ходить в целостности. Пусть Твоя целебная сила пронизает каждый аспект нашего существа, Господь всей земли. Вы – повелитель Вселенной, Создатель, создавший звезды на небе и заложивший глубокие основы каждой планеты. Каждая замысловатая деталь творения несет на себе отпечаток Вашей божественной руки. Мы приходим к Вам со смирением, прося об исцелении во всех аспектах нашей жизни. Мы отдаем свои сердца, доверяя Тебе как нашему Целителю и Искупителю. Помогите нам на этом пути к исцелению, поскольку мы с нетерпением ждем чуда. Снова наполните нас своей силой и любовью, ибо Вы обладаете всей властью и способностью уменьшать рост опухолей, уничтожать раковые клетки и восстанавливать здоровье каждой чудесной части нашего человеческого тела. Мы призываем Вас остановить проникновение боли в наше тело и молимся об исцелении наших разбитых сердец. Наполни нас миром и радостью, которые можно найти только в Твоих объятиях. Идите рядом с нами на нашем пути к исцелению и выздоровлению, ибо мы знаем, что это возможно только благодаря Вашей божественной силе. Ожидая чудесных событий, которые Ты собираешься проявить в нашей жизни, сегодня мы возносим хвалу в знак благодарности, провозглашая святость Твоего имени. Аминь. Бог говорит: «Мой дорогой сын, пожалуйста, найди утешение в этот момент. Отпусти боль и беспокойство, которые отягощают твое сердце. Сделай глубокий вдох и позволь спокойствию окутать тебя. Нет необходимости бояться или колебаться, ибо я здесь с вами, готовый поднять вас. Сегодня я дарю вам дар, новый источник милости и благодати. Это божественный подарок, источник безмерных благословений. Благодаря этому ваша семья будет найти единство, твой разум будет исцелен, и твое тело обретет покой. Я даровал тебе победу над болезнью, бедностью и нуждой. Встань, дитя мое, и пусть твой свет сияет, ибо я здесь, чтобы вести тебя. Подойди поближе, положи на мгновение голову мне на плечо. Я твой Бог, тот, кто любит тебя, тот, кто осыпает тебя сладостью жизни. Я знаю, что бывают моменты, когда ты закрываешь глаза и плачешь, как потерянный ребенок, борясь со страхом и грустью. Сегодня утром твое сердце проснулось с чувством опустошенности и пересохости, но я предлагаю тебе испить из реки живой воды, текущей изнутри меня. Пусть твоя душа найдет во мне покой и изобилие. Я хочу, чтобы вы были счастливы, и мы отложим мирские проблемы, только вы и я, найдя время для общения, чтобы вы могли поделиться своими мыслями и проблемами.
Вы уйдете отсюда с обновленным духом, укрепленным сердцем и спокойной душой, наполненной радостью. Я понимаю, что есть много вещей, которые нападают на вас, пытаясь погасить ваше желание жить. Но знай, пожалуйста, что я никогда не оставлял тебя. Я даровал вам свою любовь, свой мир и свои могущественные обещания, чтобы вы могли твердо стоять в моем присутствии. Горит вечный огонь, пожирающий грех и нечистоту. Это тот же огонь, который горит в вашем сердце. Но знай, если ты отдалишься от меня, останется только дым и пепел там, где когда-то ярко пылала твоя любовь ко мне. Слушайте внимательно, закройте дверь боли и вдохните жизнь в негативные эмоции, посеянные в вас другими. Вы устали нести бремя презрения со стороны тех, кого вы цените на своем пути. Вы доблестно сражались, но, похоже, никто не благодарит вас. Люди заняты своими заботами и могут не демонстрировать вам свою любовь. Я понимаю ваше разочарование и беспокойство, потому что меня тоже бросили те, кого я вскормил и спас. Меня тоже предали, оставив только взгляды нескольких дорогих друзей, наблюдавших за мной издалека. Несмотря на твои ошибки, я люблю тебя безоговорочно и хочу тебя успокоить. Потому что посреди испытаний легко поверить, что я бросил тебя, забыл тебя или что твой прошлый опыт моей любви был всего лишь иллюзией. Возможно, вас заставили поверить, что вы виноваты во всем, что с вами происходит, что вы несете в себе ошибки, о которых не помните, и что вы отягощены мнимой тяжестью придуманных для вас грехов. Не обманывайтесь. Если вы примете эту ложь, вы потеряете невероятную жизнь, которую я приготовил для вас. Я Бог милосердия, любви и прощения. Я признаю подлинность твоего покаяния, и моя кровь очистила твои грехи. Оставьте прошлое позади, не мучайте себя. Не позволяйте никому унижать вас или заставлять вас чувствовать себя недостойным. Я охотно отдал за тебя свою жизнь, пролил свою кровь, чтобы ты мог идти с высоко поднятой головой. Вас определяют не чужие суждения, вас определяют мои слова. Решите верить тому, что я говорю. Ты мой любимый ребенок, мой доблестный воин. Не поддавайтесь голосам, которые осуждают вас на каждом шагу. Вы созданы для того, чтобы побеждать, добиваться победы в своих битвах, а не для того, чтобы выгребать остатки счастья, оставленные вашими противниками. Я тебя люблю. Ты мой ребенок, и я не наказываю тебя, и не наказываю кнутом каждый раз, когда ты спотыкаешься. Те, кто верит, что я пытаюсь их наказать, заблуждаются, их разум запятнан врагом. Доверьтесь мне, ибо я понимаю вашу печаль и печаль. Я рядом с вами, готовый заполнить пустоту внутри вас словами, которые укрепят вашу веру. Ваши слезы превратятся в радость, и ваши благословения скоро потекут обильно вместе с вечной любовью. Я любил тебя, и моя божественная милость всегда будет сопровождать тебя. Аминь, дорогой Бог. Вы, обладающие глубоким знанием всего, что находится в самых глубоких уголках моего сердца и разума, глубоко знакомы с каждой мыслью и желанием, которые шевелятся внутри меня. В смиренной мольбе я умоляю вас ходатайствовать во всех аспектах моей жизни, когда я обращаюсь к вашему святому слову за руководством и вдохновением. Мне вспоминаются слова из Евангелия от Матфея 1 час 21 минута, где Иисус ответил: «Истинно говорю вам, не только можете сделать то, что сделано со смоковницей, но и горе сей можете сказать: пойди, бросься в море, и будет сделано». С непоколебимой верой я придерживаюсь ваших обещаний и приказываю чудесному проявиться во всех аспектах моего существования.
Я умоляю Тебя, Господь, творить чудеса и совершать действия божественного вмешательства в различных обстоятельствах, которые меня беспокоят. Пусть моя жизнь станет живым свидетельством Твоей безграничной благодати и славы, свидетелем которого другие смогут стать и которым они смогут вдохновиться. Я верю в Вашу бесконечную мудрость, милосердие и любовь и возношу эту молитву во имя Иисуса, нашего Спасителя, который научил нас верить в силу веры и молитвы. Аминь. Теперь давайте склоним головы и присоединимся к этому моменту. Причащаясь к Отцу нашему Небесному, Отцу Небесному, со смирением и благодарностью приближаемся к престолу Твоему благодати. Мы благодарим Тебя за невероятный дар Твоего Сына Иисуса, принесшего себя в жертву на кресте, предоставив нам привилегию общаться с Тобой через молитву. Мы молим Тебя, Отец, о Твоем сверхъестественном вмешательстве в нашу жизнь. Даруй нам силы противостоять силам тьмы. Мы молимся, чтобы любые княжества зла, пытающиеся бросить вызов Твоему миру в нашей жизни, были сорваны. Мы умоляем Тебя быть нашим щитом и защитой в наших ежедневных путешествиях. Святой Дух, мы обращаемся к Тебе за руководством. Помогите нам не разочароваться в эти трудные времена и дайте нам устойчивость, чтобы противостоять наступлению врага. Будь с нами, Святой Дух, и пусть радость Господня станет нашей силой в вере. Мы заявляем, что ни одно оружие, созданное против нас, не будет иметь успеха, и любой язык, осуждающий нас, будет осужден во имя Иисуса. Небесный Отец, мы выражаем нашу глубокую благодарность за Твою доброту и милость в нашей жизни. Хотя мы знаем, что мы этого не заслуживаем, мы признаем битвы, которые Ты ведешь от нашего имени, видимые они или невидимые. Мы помещаем каждый аспект нашей жизни под покров драгоценной крови Иисуса. Наша работа, брак, финансы, время и рост, Ты знаешь наши трудности, Господь, и с чем мы сталкиваемся. Мы призываем Тебя о помощи, Царь Иисус, чтобы разрушить твердыни и цепи, которые стремятся утащить Твоих детей. Твое Слово обещает, что Твои ангелы поручают нам хранить нас во всех наших путях. Мы уповаем на Твою защиту и верим, что никакое зло не постигнет нас и никакая язва не приблизится к нашему жилищу. Отец, мы также просим Твоего прощения за любые сказанные нами слова, которые не прославляют Твое имя. Мы постановляем и заявляем, что мы святы, освящены и выделены драгоценной кровью Иисуса. Благодарю Тебя, Отец, за сохранение и защиту нашей жизни от сетей врага. Мы победители, потому что тот, кто внутри нас, больше, чем тот, кто в мире. Аминь. Самое мощное послание Бога для тебя, дорогие возлюбленные, успокой свое обеспокоенное сердце и приди ко мне, найдя прибежище в тепле моих объятий. Я понимаю тяжесть бремени, которое вы несли на протяжении многих лет, многие вещи, которые выходили из-под вашего контроля, и моменты, когда ваша некогда безграничная сила ослабевала. Я вижу разочарование в твоих глазах и твою душу, жаждущую мира и спокойствия. Не бойся, ведь я здесь с тобой. Приблизьтесь ко мне с уверенностью и положите свое сердце к моим ногам. Предложите мне сумму своих усилий, ничего не оставив после себя. Прекратите свои неустанные размышления и попытки быстро избавиться от своих забот. Сегодня все, что вам нужно, это мои любящие объятия, и моей любви будет более чем достаточно, чтобы окутать вас нежностью и даровать вам утешение, которое вы так горячо ищете. Уверяю вас, я дам ответы на ваши вопросы, но сначала позвольте мне подарить вам чувство спокойствия. Доверьте все мне, ибо я возьму на себя бремя. Однако в этот день я умоляю вас оставить все свои тревоги.
Научись верить в меня и отказаться от стихий, находящихся вне твоей власти. Моя возлюбленная, закрой глаза и отдохни. Позвольте себе насладиться ускользнувшим от вас счастьем и все еще постоянно меняющимся морем ваших эмоций. Знайте, что я укреплю вас, ибо враг вернется, пытаясь потрясти вас, как пшеницу, стремясь разбить вас на куски и вырвать ваши корни бурными ветрами борьбы. Не бойтесь, ибо я даю вам это предупреждение не для того, чтобы вселить страх, а для того, чтобы держать вас начеку. Я не позволю причинить тебе вред и предоставлю путь к бегству. Умоляю тебя, дорогой, с этого дня воздержаться от насыщения своей души пагубными мыслями. Не позволяйте негативу укорениться в вашем уме, чтобы никакие слова поражения, уныния, безнадежности или отчаяния не могли слетать с ваших уст. Отдайте все в мои руки и отпустите свои заботы. Пока вы отдыхаете, почувствуйте мою любящую руку на своем лбу, снимающую все напряжение, дарующую вам спокойствие и терпение. Я благословляю тебя и баюкаю тебя на руках, как беззащитного младенца, уверяя тебя в твоей безопасности. Наслаждайтесь изобилием моей любви, и пока вы отдыхаете, я наполню вас силой и мудростью. Я буду работать внутри вас, делая вас сильнее с каждым днем, чтобы ничто и никто не смог лишить вашего счастья. Оставайтесь в мире и своими словами заявите, что больше не будете беспокоиться. Я безмерно люблю тебя и хочу, чтобы ты это знал, слышал и помнил в течение дня. Пусть вы почувствуете эту безграничную любовь, где бы вы ни находились, заполняющую пустоту, которую вы, возможно, чувствовали, когда жаждали, чтобы кто-то подтвердил свою любовь и признательность к вам. Ну вот я и повторяю, что люблю тебя. Вы имеете огромное значение в моем сердце, и я умоляю вас никогда не забывать об этом. Каждый день я предлагаю вам различные проявления своей любви. Я уже даровал вам бесчисленные благословения, и я надеюсь, что вы признаете их. Позвольте вашей душе оставаться настроенной, ибо я дарую эти благословения, чтобы принести вам успех и победу. Я даровал тебе силу, отпустил твои грехи, стер твои проступки, похоронил твое прошлое и обновил твое сердце. Помните, моя любовь непоколебима, даже в минуты печали, усталости или когда ваш дух колеблется. Всякий раз, когда тьма затмевает ваш путь или обстоятельства ошеломляют вас, я всегда присутствую. Я никогда не оставлю тебя в минуты отчаяния или ликования, во времена изобилия или нужды, в здоровье или болезни. Я стою на твоей стороне. Я никогда не оставлю тебя. Пусть эти слова найдут отклик внутри вас, принося вдохновение и силу. Поднимитесь сейчас, но не полагайтесь исключительно на свои силы. Из моих уст было произнесено много обещаний, и вы можете твердо их придерживаться. Не отказывайтесь от своей мечты. Верь в мою любовь. Я возьму тебя на руки и отнесу в лучшее место. Вы будете окружены теми, кто дорожит, уважает и ценит вас, искренне стремясь к вашему благополучию. Станьте свидетелем чудес, которые я совершу в вашей семье, чудес, превосходящих ваше воображение. Я трогаю сердце тех, кто вам дорог, изменяя их мысли и действия. Соберитесь с духом, не колеблетесь и не теряйте сознание. Чувствуйте себя в безопасности, куда бы ни вел ваш путь, ведь я с вами, и моя любовь к вам не знает границ. Ты это уже знаешь, и я повторяю еще раз, я люблю тебя. Вы имеете для меня огромное значение, и я умоляю вас помнить об этом каждый день. Аминь. Дорогой Небесный Отец, я прихожу к Тебе в смиренном почтении, ища Твоего божественного присутствия и благодати.
Я возношу свой голос и сердце в молитве, прося, чтобы Твои ежедневные чудеса окутывали мою жизнь. Я знаю, что у Тебя есть сила превратить предполагаемые недостатки моей жизни в замечательные преимущества. С непоколебимой верой умоляю Тебя, Господи, даровать мне эти мгновенные чудеса, которые будут свидетельством Твоей безграничной любви и милосердия. В своей мольбе о божественной милости я прошу о полном исцелении тела, разума и души. Пусть Твои доброжелательные руки проникнут глубоко в самую суть моего существа, смывая все омрачения, боль и страдания. Пусть Твоя божественная сила течет через каждый уголок моего тела, оживляя и омолаживая меня изнутри. Наполни меня своим божественным светом и любовью, чтобы я мог снова стать целостным. Я жажду быть живым свидетельством Твоих чудесных дел и предвкушаю тот день, когда смогу танцевать в ликующем имени Твоего святого, празднуя невероятную трансформацию, которую Ты привнес в мою жизнь. Ты, Господи, Бог чудес, и сила Твоя всем известна. Я благодарю Тебя за неожиданные и удивительные чудеса, которые мне предстоит испытывать ежедневно. С непоколебимой верой в Твою бесконечную доброту я говорю «Аминь». Божье обещание ясно, и я даю вечное счастье. Если вы чувствуете себя потерянным, безнадежным или подавленным, приходите ко мне. Я здесь, чтобы благословить вашу жизнь. И я люблю тебя безоговорочно, даже в самых темных долинах. Не бойтесь зла, ибо я рядом с вами, утешаю и направляю вас. Знайте без сомнения, что Господь благ и любовь Его вечна. Его верность непоколебима на протяжении всех поколений. Божье послание просто: не отказывайтесь от надежды на светлое будущее. Я всегда с тобой, осыпая тебя любовью. Если вы читаете это, ваши лучшие дни только начинаются. Настоящая любовь найдет вас, и благословения потекут в вашу жизнь. Готовы ли вы получить этот подарок? Внимательно прислушайтесь к тому, что Бог говорит сегодня вашему сердцу. Он говорит: «Я собираюсь сделать то, чего вы не ожидаете». Внезапно ваше здоровье улучшится, двери откроются, и в вашей жизни появятся нужные люди. Вы пережили и пожар, и наводнение, и теперь настало время изобилия. Ваши враги побеждены, депрессия и зависимости теряют контроль, проблемы на работе исчезают, а проблемы со здоровьем преодолеваются. Шторм подходит к концу, и я здесь, чтобы спасти вас. Поверьте это в твоем сердце. Вы благословлены, любимы, сильны, талантливы, ценны и свободны. Вы несете в себе величие, призванное сделать мир лучше. Вы собираетесь сиять и станете свидетелем Божьего благоволения в большей степени. Пришло время вам выйти из тени и перейти от того, чтобы вас не замечали, к тому, чтобы взять на себя ответственность. Ваш лучший сезон уже не за горами. Божье послание тебе ясно: дитя мое, ты заслуживаешь гораздо большего. Сегодня последний день, когда вы застреваете в отношениях, из которых вы переросли, связаны долгами и работой без энтузиазма и заняты безрадостной деятельностью. Пришло время для прыжка веры. То, через что вы проходите сейчас, пройдет, и Бог использует это, чтобы очистить вас. Доверьтесь этому процессу, потому что он формирует из вас более сильную, яркую и лучшую версию вас самих. Вы готовитесь к судьбе и мечтам, которые Он вложил в вас. Произнесите эти слова с верой: «Спасибо, Отец, за то, что Ты меня усовершенствовал. Ты знаешь желания моего сердца, мечты и планы, которые у Тебя есть для меня». Вступая в этот новый сезон, я предпочитаю доверить Тебе неизведанное. Меня в человека, которым Ты меня создал, чтобы я мог исполнить призвание, которое Ты вложил в мою жизнь.
Во имя Иисуса я молюсь. Аминь. Выразите свою благодарность, сказав: «Небесный Отец, я благодарю Тебя за закрытые двери, которые перенаправили меня к чему-то лучшему. Даже когда я думал, что меня отвергают, Ты вел меня к большему и лучшему «да». Дай мне покой в моменты разочарования и силу продолжать действовать, когда я сталкиваюсь с «нет». Твои планы грандиознее, и я верю в Твое божественное время. Во имя Иисуса, аминь. Наконец, знайте, что вы вступаете в новый сезон, где все будет идти своим чередом. Вы терпели, верили и выстояли. Теперь пришло ваше время получить значительные благословения. Помните Исаию 46:4: «Я создал тебя, и я понесу тебя. Я поддержу тебя и спасу тебя». И притчи 18:10: «Имя Господне – крепкая башня, праведники убегают в нее и спасаются». Аминь. Псалом 34:1 напоминает нам, что слова наших уст и размышления нашего сердца должны быть сияющим маяком в присутствии Господа. В Псалме 19:14 нам напоминают, что нужно искать Господа со смирением и преданностью, следуя Его повелениям с непоколебимой верой. Сафония 2:3 мягко напоминает нам, что нам не нужно ждать, пока мы соберем все воедино, чтобы прийти к Господу. Он принимает нас такими, какие мы есть, со всеми недостатками и всем остальным, предлагая нам свою безграничную любовь и благодать. 1 Иоанна 4:18 заявляет, что в любви нет места страху. Совершенная любовь изгоняет страх, ибо страх предполагает мучение. Если ты боишься, то ты еще не достиг совершенства в любви. Примите эту истину с непоколебимой уверенностью. В минуты отчаяния помните следующее: не сдавайтесь, ибо Бог не оставил вас. Надежда все еще живет в вашем сердце. Сегодня новая возможность, день, созданный Господом. Мир, превосходящий всякое понимание, уже в пути, поэтому не сдавайтесь, даже когда кажется, что мир настроен против вас. Помните, что вы можете достичь всего благодаря силе, данной вам Богом. Он обещает, что со временем все встанет на свои места. Скажите «да», чтобы подтвердить свое доверие к Нему. Никогда не сдавайтесь, когда времена тяжелые. Придите к Богу, поделитесь своими заботами, и вместе вы их преодолеете. Когда Бог просит вас от чего-то отказаться, поверьте, что Он приготовил для вас что-то гораздо лучшее. Он всегда работает над ситуацией, которая вас беспокоит, и что-то замечательное вот-вот изменится в вашу пользу. В минуты сомнений помните, что Бог любит вас безоговорочно. Доверьтесь Его руководству и позвольте Ему защитить ваш разум и сердце. Уверенно провозгласите: «Господь Иисус, Ты моя сила, и Ты мне нужен. Исцели меня, исцели мою семью, исцели моих друзей. Мое доверие и надежда навсегда в Тебе». Если вы доверяете Иисусу так же, как это послание, на этой неделе Бог собирается сделать что-то необычное в вашей жизни. Неделя, наполненная благословениями и прорывами. Ваши следующие 3 дня будут украшены удивительными благословениями, открытыми дверями и беспрецедентной благосклонностью. Подпишитесь на наш канал, если верите в этот божественный план, ибо Бог говорит: «Не бойся, ибо я помогу тебе, потому что люблю тебя». Благословен Бог и Отец Господа нашего Иисуса Христа, Отец милосердия и Бог всякого утешения. Ангелы наблюдают за вами, Бог работает для вас, а небеса обсуждают вас. По милости Божией и божественным благословениям на этой неделе вы получите неограниченные благословения. Господь, свет мой и спасение мое, кого мне бояться?
Господь – крепость жизни моей, кого мне бояться? Вознесите эту молитву, чтобы простить себя. Дорогой Бог, я признаю свои несовершенства и ошибки, которые я совершил. Я понимаю, что эти ошибки не определяют меня. Ты можешь сделать все новым. Помоги мне увидеть себя Твоими любящими глазами. Направляй меня учиться, расти и исправлять ошибки. Даруй мне способность прощать себя, признавая, что убеждение – это не то же самое, что осуждение. Бог говорит вам сегодня: пусть моя любовь окутает тебя сегодня, как теплые, утешительные объятия. Позвольте моей любви наполнить твое сердце спокойствием и безмятежностью. Я знаю, что ты ждешь ответа, и я хочу, чтобы ты верил, что оно скоро придет к тебе. Не теряй веры в меня. Продолжай верить в мои обещания. Кладя ночью голову на подушку, храни свои молитвы близко к сердцу. Когда ты проснешься утром, пусть с уверенностью, что мои благословения придут к ночи. Вы увидите плоды своего доверия и терпения. Я подарю вам здоровье для вашего тела, духа и души и благословлю ваш стол изобилия. Ваши усилия не будет напрасно. Я умножу результаты вашего тяжелого труда. Ваш дом будет окружен изобилием, и вы ощутите мой божественный покой. Уделите несколько минут неподвижности и помедитируйте, потому что я изливаю свой покой в ваш разум. Знайте, что я желаю благословить вас, и единственное предложение, которое я ищу от вас, это ваше сердце, преданность и готовность следовать моему слову, какие бы испытания ни встретились на вашем пути. Если вы готовы оставить позади печаль и страдания, примите это исцеляющее слово. Если вы жаждете мира в своем доме и прекращения конфликтов, дайте мне возможность работать в вашей жизни. Поставьте меня на первое место в своей жизни, чтобы ваша семья могла засвидетельствовать ваше стремление измениться. Знайте, что Божественное никогда не игнорирует ваши молитвы. Хотя ответы могут прийти в неожиданных формах, смех, доверие и любовь вернутся в ваше сердце. Прошлое будет восстановлено, и ваше будущее засияет ярким светом. Введите 1111, чтобы принять эту божественную благодать. Господь в своем бесконечном милосердии предлагает свободу от бремени и цепей, которые слишком долго тяготили вас. Ваши дни боли, стресса и разочарования теперь позади. Он дарует вам свободу принять жизнь, полную радости, мира и удовлетворения. Осознайте, что Он один и единственный Бог, и путь к Нему лежит через Христа Иисуса, путь, истину и жизнь. Через Него вы откроете для себя благословения, предназначенные вам Богом на следующей неделе. В этом сезоне вас ждут возможности и благосклонности, превосходящие все, что вы испытывали раньше. Это знаменует для вас время восстановления и обновления. Всегда помните, что ничто и никогда не сможет разорвать связь между вами и непоколебимой любовью Бога. Независимо от ваших эмоциональных взлетов и падений или любых других обстоятельств, вы всегда останетесь связанными с любовью Бога через Иисуса Христа, Господа нашего. Когда вы рождаетесь новым человеком, Детем Божьим и последователем Иисуса, Святой Дух пребывает внутри вас, направляя, наделяя силой и преобразовывая вас, чтобы вы отражали качество Христа. У вас есть доступ к огромным сокровищам небес, обещаниям Божьим и благословениям спасения. Вы не просто победитель или выживший, но сонаследник Христа, партнер Бога, сосуд благодати и свидетель истины. Дорогой Господь Иисус, мы приходим к Тебе с сердцами, переполненными благодарностью и хвалой. Спасибо Тебе, Господь, за Твое непоколебимое присутствие в нашей жизни.
Ваша любовь и верность были нашими постоянными спутниками, и за это мы глубоко благодарны. В тихие минуты и в невидимых битвах Ты сражался за нас, Господь. Твоя защитная рука защищала нас, даже когда мы не осознавали этого. Ты ведешь нас, укрепляешь нас и являешься нашим главным защитником. Мы высоко возносим Ваше имя, превознося Вас в нашей жизни. Ты, Господи, хлеб жизни, и в Тебе мы находим вечную пищу. Ты удовлетворяешь все наши желания и духовные потребности. Ибо Ты свет мира. Мы обязуемся следовать за Вами, зная, что в Вашем присутствии нет тьмы, только сияющий свет жизни. Как добрый пастырь, мы охотно подчиняемся Вашей заботе, стремясь быть подобны овцам, которые узнают и прислушиваются к Вашему голосу среди шума мира. Ты наш непоколебимый защитник, поэтому мы говорим «Аминь». Мы верим, что Бог откроет окна небесные и зальет на нас свои благословения. В Евангелии от Иоанна 14 часов 27 минут мы слышим слова Иисуса, обещающего мир, которого мир не может дать. Пусть эти слова наполнят ваше сердце надеждой и коснутся вашей души. Да не смущаются сердца ваши, и да не устрашаются. Эти слова подобны успокаивающему бальзаму, напоминанию о том, что лучшие дни уже не за горами. Ваши прошлые трудности меркнут по сравнению со славой вашего возвращения. Просто доверьтесь процессу, потому что чудеса – это особенность Бога. Невозможное – это то, с чего Он начинает свою работу. В этот момент мы объединяемся, говоря «Аминь». Продолжайте благодарить Бога, продолжайте верить, даже если вы пока не видите улучшений. Идите верой, а не видением, и вы увидите, как открываются двери, льются благословения и божественные связи, превосходящие ваши самые смелые мечты. Теперь поверьте, что Бог собирается поднять вас на новые высоты во всех аспектах вашей жизни, и вместе мы провозглашаем «Аминь». Путешествуя вперед, утешайтесь знанием того, что Бог открывает вам истину. Он проливает свой свет на скрытые намерения, тайные планы и скрытые чувства. То, что было сделано в темноте, станет известно, и справедливость восторжествует. В сердечной молитве мы преклоняем колени перед нашим Небесным Отцом, ища Его руководства. Дорогой Бог, я смиренно прошу, чтобы Твой свет сиял внутри меня. Укрепи мои слабости, исцели мою разбитость и возроди любовь и мир в моем сердце. Пусть эта молитва распространится на мою семью и друзей. Во имя Иисуса мы говорим «Аминь». Эти слова, основанные на Евангелии от Матфея 6 часов 34 минуты, напоминают нам не беспокоиться о завтрашнем дне, поскольку каждый день приносит свои испытания. Возьмите свои страхи, свой стресс, свою тревогу, свои сомнения, свое одиночество и свои бессонные ночи и положите их к ногам Иисуса. Поверьте, что Он проведет вас через все это, потому что Иисус все меняет. Мы говорим «Аминь», передавая Ему свое бремя. Наконец, услышьте нежный шепот Божьей любви и поддержки. Мое дорогое дитя, доверься мне даже перед лицом неопределенности и проблем. Отдайте мне свои страхи и сомнения. Я ваш неизменный, верный Бог, организующий все для вашего блага, даже когда полная картина остается скрытой. Пусть эти слова волнуют вашу душу, вызывая слезы доверия и надежды на ваших глазах. Доверьтесь силе веры. И как одно сердце, один голос, скажем «Аминь». Спасибо, что присоединились к нам сегодня в этом невероятном путешествии. Мы надеемся, что вам понравилось видео, и вы нашли его одновременно информативным и интересным. Если вам понравилось то, что вы увидели, не забудьте нажать кнопку «Нравится».
А если вы еще этого не сделали, рассмотрите возможность подписки на наш канал, чтобы получать больше интересного контента, подобного этому. Ваша поддержка и участие очень важны для нас, и нам не терпится увидеть вас с нами в следующем видео. Так что до следующего раза сохраняйте любопытство, вдохновение и продолжайте исследовать. Помните, приключение никогда не заканчивается. И увидимся в следующем.